Добрый вечер. На телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Чебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Похороны вместо выпускного. Пьяный водитель в Иглинском районе оборвал жизнь школьницы, шедшей за аттестатом, как кегли, сбив детей, идущих по обочине. Кто в это мог поверить? Кто мог это ожидать? Вы что? Такой человек оделся, нарядился. Еще через сутки попойка очередного синего водителя стоила жизни уже восьмиклассницы. Смертельная авария в Стерлитамаке. В каком вы состоянии были? В состоянии я был пьяный. День тех, от кого зависят наши жизни. В России сегодня поздравляют медицинских работников. Правда, пока без пышных торжеств. Мероприятия перенесены, но сказать спасибо может каждый. Я хочу преклониться перед всеми теми, кто сегодня на переднем краю. Пандемия показала, насколько ценны люди в белых халатах. Но и в обычное время они спешат на помощь, порой рискуя собственной жизнью. Уже подойдя ближе к месту происшествия, я увидела, что у молодого человека в руках было оружие. Репортаж о тех, кто посвятил себя спасению других. Шаг за шагом в республике открылись пляжи, а со следующей недели заработают и фитнес-центры. С какими ограничениями столкнутся любители спорта? Между тренажерами у нас больше 1,5 метра. На очереди санатории и детские лагеря, но расслабляться не стоит, вирус никуда не ушел. Масочный режим в местах скопления, и мы должны от людей требовать это. На входе встречают, виляя хвостом. Новый формат заведения появился в Уфе – Пёсо-кафе. Здесь нет официантов, зато есть милые постояльцы. Ты зовешь, и никто не идет. Гости могут избавиться от боязни собак, а четвероногие наконец обрести дом. Обитателей заведения можно забрать себе. Дай лапу. Другую. Только на этой неделе от рук пьяных водителей погибли 2 подростков. 16-летняя девочка, жительница Иглино, была сбита, когда шла в школу получать аттестат. Водитель заключен под стражу на 2 месяца. Ему грозит до 12 лет тюремного срока. Через 2 дня уже в Стерлитамаке под колеса автомобиля попали 2 девочки 13 и 15 лет, которые шли по тротуару. От полученных травм ученица 8 класса скончалась. Водитель также был пьян. Подробности у Динары Таймасхановой. Вот ее комната. Вот переодевалась. Даже духи остались. Наспех брошена домашняя одежда, любимые духи как завершение образа. Наряд Диана выбирала тщательно вместе с мамой. Получение первого аттестата – важный день. Для вчерашней школьницы шаг во взрослую жизнь. Коллекция золотых медалей и кубков. Хрупкая девушка занималась борьбой. А вот профессию выбрала менее травмоопасную. Решила поступать в нефтяной колледж. Отличницу и спортсменку Диану Яникееву в школе в тот день так и не дождались. Кто в это мог поверить? Кто мог это ожидать? Вы что? Такой человек оделся, нарядился. Еще мама смеется, говорит, давай, доченька, может, вас отвезти в школу. А потом говорит, нет, ладно. У него же, говорит, типа того, мальчик же ходит с ней, чтобы не стеснять. Он стеснительный, очень застенчивый. С тем самым мальчиком Данилой Мироновым они отправились в школу за аттестатами. Через 20 минут на улице Ворошилова дети окажутся под колесами автомобиля. Мальчика не видела, не заметила, что мальчик в овраге лежит, а девочку-то увидела. Я спустилась вниз, пульс пощупала, пульса уже не было. Но до меня еще тут, одна спускалась девушка, она как дышала еще. Прибывшие медики реанимировали девочку около получаса, но от полученных травм она погибла на месте ДТП. Данилу Миронова госпитализировали в больницу. Под удар чуть не попали еще 2 школьников, они успели отскочить. Пока одни помогали детям, другие пытались остановить водителя. По словам очевидцев, он хотел скрыться с места аварии. Выбежали на дорогу, случайность. Они шли по краю проезжей части. Вы не видели, что ли? Видел, они выбежали. Динар Мигранов пытается оправдаться, мол, ехал 40 км в час, а дети выбежали на дорогу сами. Только обмануть алкотестер не удалось. 1,732 промилле, при том, что допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0,16. Судя по всему, мужчина отдыхал на озере неподалеку и, с его слов, уже ехал домой в Уфу, видимо, решив зачем-то оставить одежду у водоема. В пьяном угаре он попросту не заметил детей, которые, к слову, двигались по правилам, навстречу движущимся автомобилям. Я очень сожалею. Я виноват. Я буду отвечать по всей строгости закона.
В Иглинском межрайонном суде водителю, сбившему школьников, избрали меру пресечения. По закону виновнику смертельного ДТП, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, грозит от 5 до 12 лет. Следствию еще предстоит разобраться во всех деталях. Второго ребенка перевезли в Уфу. Он находится в 17-й больнице под присмотром врачей. Обвиняемый в судебном заседании вину свою признал. Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца до 16 августа 2020 года. Ехал в сад. По дороге заехал в бакалейку, взял вина и поехал в сад. А эти объяснения заплетающимся языком водителя из Стерлитамака. Через 2 дня после событий в Иглино под колесами автомобиля вновь оказались школьники. 0,838 тысячных промилле. Показания алкотестера задержанного 62-летнего местного жителя. Девочки 13 и 15 лет шли по тротуару. 8-классница от полученных травм скончалась на месте. Другая несовершеннолетняя находится в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. ДТП с пьяными водителями говорят о том, что надо усиливать роль профилактики. Но понятно, что водителей очень много, машин очень много, но, по крайней мере, то, что мы делаем, задерживаем на дорогах пьяных водителей. Вот на сегодняшний день задержали более 7,5 тысяч водителей. Ну и мы хотим, чтобы общество нас поддержало, по крайней мере. Вот видите, что ваш близкий, знакомый или просто какой-то водитель садится в состоянии алкогольного опьянения за руль. Вы подскажите, позвоните на телефон 02 любого горрайоргана, мы обязательно примем меры. Профилактика, она была, будет. Будем каждый день усиливать для того, чтобы не было вот этих страшных аварий. Бабушка Дианы рассказала еще об одной мечте внучки – танцевать в ансамбле Файзи Гаскарова. Но теперь, смотря на фотографии улыбчивой девочки, можно только предполагать, как бы могла сложиться ее жизнь, если бы в тот день она не попалась на пути человека, который, скорее всего, садясь за руль пьяным, решил, что в очередной раз пронесет. Динара Таймасханова, Айгуль Резяпова, Анас Валиуллин, Азамат Мухаммедшин. Итоги недели. А вот в Белорецком районе разгораются дорожные битвы перевозчиков. На одном из междугородних маршрутов не первый год работала компания из Челябинской области. Однако свои рейсы запустил другой игрок, который заключил необходимые договоры. Чтобы сохранить свои позиции, магнитогорское предприятие в несколько раз снизило цену на проезд. Работая себе в убыток, челябинский перевозчик пытается выдавить с рынка своих коллег. Насколько это добросовестная конкуренция, разбирался Артур Шамсудинов. На магнитке, да? Проезд 100 рублей. Ага. Минут 10 придется подождать. 100 рублей? А что так дешево уже? Акция. Акция? Акция, да. Даже бывалые пассажиры не могут поверить, почему так дешево. Раньше этот перевозчик брал за проезд как минимум в 2,5 раза больше, но несколько дней назад цены резко упали. А лицензия есть у него? Есть. Не был, не ездил. Ну, прям в Башкирии есть, он может перевозить, да? Все вопросы к нему, пожалуйста. Чего ко мне? Документы на перевозку пассажиров по маршруту диспетчер показывать отказалась. На каком основании работают, не стал объяснять и подъехавший за новыми пассажирами водитель. Меня не снимайте! Вы не имеете права меня снимать без моего согласия! Не имею права снимать. Мы просто хотим меня не имеете права снимать! По маршруту Белорецк-Магнитогорск челябинский перевозчик курсирует не первый год. Ценами жонглируют, по рассказам очевидцев, регулярно. Стоимость поездки доходила до 300, а в период самоизоляции и до 400 рублей. Однако с 1 июня путевой лист на рейс выдали представителю от Башавтотранса с фиксированной ценой – 200 рублей. Микроавтобусы ходят каждые полчаса с автовокзала. Нередко полупустые. Конкурирующий перевозчик выбрал весьма удачное место для набора пассажиров. Расположились они напротив автовокзала, на перекрестке, через который проходит большинство потенциальных клиентов. Но до тех маршруток уже не доходят. По словам водителей, конкуренты то и дело вставляют палки в колеса. То подрежут на трассе, то прямо перед носом перехватят пассажиров в пригороде. Если люди не садятся, бывает, с ними, они прям чуть ли не силом их затаскивают бесплатно. То есть они в любом случае готовы, лишь бы, чтобы люди к нам не шли. Маршрут Белорецк-Магнитогорск считается межрегиональным и, как оказалось, весьма проблемным для Башавтотранса. В борьбе с нелегалами госперевозчику однажды уже пришлось закрыть направление из-за нехватки автобусов. Жители, конечно, были против. Очень жалоб много было, что их не устраивает эта ситуация. И дождь, и снег, они стоят, никаких условий нету. Башавтотранс заключил договор оказания услуг по перевозкам с перевозчиком ООО «Фараон» и работаем.
Околовокзальные перевозки осуществляет компания «Курорт Транс». Она зарегистрирована в Магнитогорске. Как пояснили в Минтрансе Челябинской области, лицензия у предприятия есть, но действует она только в пределах своего региона. Для работы в Башкортостане им необходимо заключить дополнительное соглашение, чего сделано не было. Но почему тогда они продолжают набирать пассажиров на маршруте? В управлении Ространснадзора комментировать ситуацию отказались. Ни тахографов, ни техобслуживания какое положено предрейсовое. С медосмотрами я тоже сомневаюсь, что что-то есть, потому что машины выезжают отсюда, из Белорецка, у них нет ни базы, ничего. То есть путевки заведомо выдаются заранее. К слову о безопасности, ни одного клиента при нас не проверили на наличие тех же масок, не измерили и температуру. Как долго конкуренты смогут продержаться на столь низких расценках, которые сами же установили, непонятно. Но своими действиями они уже нанесли серьезный урон по тем, кто работает официально. Артур Шамсудинов, Вадим Исламов и Михаил Вавилов. Итоги недели. Количество заболевших в Башкортостане приближается к отметке в 5000. По данным на 21 июня в республике насчитывается 4906 больных коронавирусной инфекцией. Между тем, 40 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональный оперштаб. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания 1746 жителей. За весь период от коронавируса в республике зафиксировано 18 смертей. Режим повышенной готовности ослабили, но это не повод, чтобы расслабиться. При соблюдении требований эпидемиологической безопасности жители Башкортостана смогут начать посещать фитнес-центры. Они откроются со следующей недели. А вот поплавать в бассейне не получится. Разрешение на работу им еще не выдали, в отличие от официальных пляжей. Куда еще можно будет пойти, не забыв при этом медицинскую маску, расскажет мой коллега Азат Садриев. Между тренажерами у нас больше 1,5 метра. Последние недели у работников этого фитнес-клуба были напряженными. Приходилось поднимать и переставлять железо, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В период пандемии правила едины для всех. Там, где сократить расстояние между тренажерами не получилось, оборудование просто обмотали лентой. К открытию здесь начали готовиться задолго до официального анонса. С формой, конечно, не так все хорошо. Почему? Потому что нам запрещают использовать тренажерный зал по прямому назначению, то есть работать в нем, тренироваться даже сотрудникам. Но ребята занимаются дома, в домашних условиях на улице. Мы поддерживаем связь с клиентами через соцсети, путем личного общения. Отдел продаж у нас активно работает, всех держит в тонусе, так скажем. Как бы ни было тяжело, но заниматься придется в масках. Изменения коснутся и фитнес-баров. Заказать коктейль или салат не получится. В продаже будут только бутилированные напитки. Поплавать в бассейне тоже пока не разрешат. Для этого придется ехать на один из официальных городских пляжей. Купальный сезон на водоемах республики открыли на неделе. При этом от купания в запрещенных местах стоит воздержаться. С начала лета в Башкирии утонули более 20 человек. Среди них есть дети. Я вообще глав муниципалитетов, наверное, попрошу особое внимание на это обратить. По 4 человека в день тонули. Поэтому пляжи открываем. Мы открываем именно специально оборудованные. С 29 июня откроются республиканские дома отдыха, детские реабилитационные центры, спортивные секции, бассейны и аквапарки. С 1 июля загородные лагеря, с 3 пришкольные. Кроме того, отменяется норма об обязательном ношении перчаток на улице. Но ради вашей же безопасности их лучше иметь при себе и регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком после посещения общественных мест. Для граждан, входящих в категорию 65+, ограничения сохраняются. Соблюдение масочного режима также обязательно для всех возрастов. Концептуально 2 основных действия наши. Это масочный режим в местах скопления, и мы должны от людей требовать это. Это общественный транспорт, это магазины, это социальные учреждения, МФЦ и так далее и тому подобное. Это парки и скверы. И, конечно, социальная изоляция, социальное дистанцирование. За этим тоже нужно смотреть. В конце июня также начнут работать башкирские санатории. На неделе в региональном правительстве обсудили предложение о выдаче электронных сертификатов для жителей республики, переболевших коронавирусом. В чем преимущество такой формы, такого формата, как сертификат? В том, что человек сможет им воспользоваться в то время, когда ему удобно, в тот санаторий, который ему удобен. Единственное ограничение, что это должны быть санатории нашей республики. Пока запланировано в 2020 году, но если у нас режим санаториев не позволит реализовать эти сертификаты в этом году, я думаю, конечно, республика продлит их действие.
Обозначены категории, которые смогут получить сертификаты на санаторный отдых. В список попали медики, сотрудники социальных учреждений, управления Роспотребнадзора, органов внутренних дел, МЧС, а также официально зарегистрированные группы волонтеров. Для их оздоровления из бюджета республики планируют выделить более 30 миллионов рублей. Перед тем, как воспользоваться сертификатом или приобрести путевку, необходимо будет предоставить 3 документа. Курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, справку о санэпидокружении и справку с отрицательными результатами на коронавирус. При этом ее нужно будет получить за 2 суток до выезда к месту отдыха. Если человек получает направление на лечение за счет программы государственной гарантии, то этот анализ оплачивается программой госгарантии. Если человек самостоятельно приобрел себе путевку на санаторно-курортное лечение, то, соответственно, и весь перечень необходимого обследования до обследования проводится либо за счет средств, собственных средств граждан, либо за счет средств добровольного медицинского страхования. Режим повышенной готовности постепенно ослабляют, но это не повод, чтобы расслабиться. До победы над коронавирусом еще далеко. Вероятность заразиться инфекцией существует. И хотя врачи Башкортостана уже научились эффективно лечить COVID-19, о чем говорит растущее число выписанных пациентов, все же лучше теплые летние дни провести в маске, но в кругу родных и близких, а не на больничной койке в изолированном боксе. Азат Садреев, Артур Шамсуддинов, Артур Елаев. Итоги недели. Уфа. Герои в белых халатах и защитных костюмах. Они давали врачебную клятву спасать людей. И сейчас особенно рискуют собой. Такое призвание. Сегодня они отмечают профессиональный праздник. Причастных поздравил Владимир Путин. Президент России подписал указ о награждении медицинских работников за вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. Документ с именами опубликован на сайте Кремля. В списке и медики из Башкортостана. 4 врача из региона награждены медалями за заслуги перед Отечеством 2-й степени. 2 медалями Луки Крымского. Еще 9 человек получат ордена Пирогова. 2 последние награды учреждены в честь известных русских хирургов и ученых. Благодарности медики получат позже. Торжества в республике перенесены на 26 июня. А тех, кто рискует и работает не ради наград, в материале Лилии Курбановой. Кстати, я доктор. Нет, Где девушка? Вон там. Доктор не в халате, а в джинсах и майке оказалась на месте перестрелки случайно. Это произошло в июне прошлого года. На Южном автовокзале был убит молодой парень и ранена девушка. Медик проезжала мимо, ехала от родителей. Увидела, что нужна помощь, и бесстрашно кинулась на помощь. Говорит, не сразу поняла, что и сама могла пострадать. На месте все еще был вооруженный преступник. Уже подойдя ближе к месту происшествия, я увидела, что у молодого человека в руках было оружие. Он еще находился в движении. Потом уже сотрудники автовокзала, охрана, его начали удерживать. Но вы увидели и все равно как бы... Но я уже продолжала движение, да. Ролик разлетелся по всем соцсетям в тот же день. Викторию до сих пор узнают пациенты. Она по-прежнему трудится акушером-гинекологом, работала и во время пандемии, как и тысячи других врачей, которые рисковали и рискуют собственным здоровьем и жизнью, и порой сами ложатся на больничные койки. Приходилось нам встречаться с тяжелыми больными, которые еще не диагностированы были. В последующем у многих диагностировали. Возможно, на работе, потому что все остальное время я в изоляции был. Вместе с ним в палате жена, тоже с диагнозом COVID-19. Под присмотром медиков в одинаковых защитных костюмах, но пациенты каждого помнят поименно. Гулюса, Малика, Рафиса, мы их знаем поименно, Светлана. Мы их узнаем по глазам, ждем их. Они все очень хорошие, добрые и, я считаю, герои, конечно же. Не жалея себя, такими настоящие врачи были всегда. Ко дню медицинского работника в Кегинском районе почтили память доктора, погибшего во время войны. Николай Кириченко лечил местных жителей. Было много пациентов с инфекционными заболеваниями. Будучи главным врачом районной больницы, он выезжал лично на вызовы. В одной из поездок заболел тифом сам. Вернувшись в Верхние Кеги, он закрылся в своем маленьком домике и никого к себе не пускал, чтобы не заразить. Вакцины не было. От этой болезни он и скончался. Вот его сегодня место захоронения восстанавливаем на Кегинской земле, на участке бывшей больницы Кегинского района. В честь дня рождения врача и дня медицинского работника возложили к памятнику цветы. Минута молчания в память о докторе-герое и такой же самоотверженный труд каждый день от нынешних врачей. С профессиональным праздником их поздравили почти не отходя от рабочего места во дворе районной больницы.
Этот год показал, что в это непростое время мы, медики, можем мобилизоваться, научиться в короткое время оказывать помощь в стесненных условиях. В войне с незримым врагом медики стали равны. Это подтверждают слова благодарности. Президент Национальной медицинской палаты и главный детский врач страны преклоняется перед каждым, кто сегодня продолжает спасать людей. Я хочу преклониться перед всеми теми, кто сегодня на переднем краю. Я хочу преклониться и перед санитарами, и перед водителями скорой помощи, и перед врачами скорой помощи, перед врачами поликлиник, больниц, врачей, медицинских сестер, фельдшеров, всех, кто сегодня воюет с этой болезнью. В сети запустили акцию в поддержку российских медиков и волонтеров, которые борются за здоровье россиян в период пандемии COVID-19. На портале короткие истории и фотографии тех, кого не видно за защитным обмундированием. Переквалифицированные в героев, они работают в каждой больнице. Но всех ангелов в масках, что нынче стоят за нас, мы узнаем по выражению глаз. Лилия Курбанова, Булат Садреев, Булат Закирьянов. Итоги недели. А сразу после итоговой программы новостей смотрите специальный репортаж из красной зоны. Вместо белых халатов белые комбинезоны – будни тех, кто привык работать в очках и масках, что поражает врачей в новом коронавирусе. Очень часто мы видим на КТ изменения, не характерные для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо. То есть массивные изменения на КТ, а пациент не чувствует ничего. С чем сталкиваются медики и какие трудности приходится преодолевать. Слова благодарности от тех, за кого боролись врачи и кого отвоевали у COVID-19. Я говорю, надо же, говорю, какая, говорю, красота. Вот таких бы больше врачей иметь в России, и, наверное, мы бы Израиль перещеголяли. Когда медики заменяют пациентам родных. Вдали от дома и близких, но все равно рядом с семьей. Доча, привет. Меня доченька. Я уже все, сегодня чемодан собираю. Как врачи справляются с разлукой и о тех, кто даже в красной зоне трудится вместе. Специальный репортаж о тех, кто, рискуя, спасает других. Кредиты для бизнеса и населения станут более доступны. Банк России принял решение о снижении ключевой ставки сразу на 1%. Таким образом, ее значение теперь составляет 4,5%. Это рекордно низкий показатель за все время его существования. Центробанк неоднократно принимал решение о снижении ключевой ставки, таким образом обеспечивая наиболее выгодные условия кредитования финансовых организаций. Последнее снижение показателя стало историческим. Регулятор намерен продолжать работу по укреплению финансового сектора и повышению банковской активности. Снижая ключевую ставку, Банк России стремится поддержать предпринимаемые правительством России, регионами меры по смягчению негативных последствий ограничительных мер. В результате принятия этого решения создаются условия для повышения доступности кредитных ресурсов для предприятий и населения, особенно в таких социально значимых сегментах, как ипотека. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Руслана Батыргареева. В Уфе нашли пропавших без вести в октябре прошлого года 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью Мазовых. Тела братьев обнаружили с разницей в несколько часов на территории реки Уфы в разных концах города. Обоих мальчиков заметили рыбаки, которые сообщили о страшной находке правоохранителям. Детей опознала родная мама, которая узнала их по одежде. Напомню, поиски шли 8 месяцев. В интервью нашему телеканалу Эльмира Мазова рассказывала, что супруг увез сыновей после семейной ссоры, не взяв с собой документы. Глава семьи, кстати, до сих пор числится пропавшим без вести. Раздавил 5 машин вместе с водителями и пассажирами. Грузовик без тормозов протаранил автомобили на трассе М5 в Челябинской области. Смертельная авария попала на видео. В результате ДТП погибли 2 человека, пострадали 7, 4 из которых жители Башкортостана, сообщают интернет-СМИ. Детей среди них нет.
В Минздраве Башкортостана заявили о мутации коронавируса. Рекомендации по лечению инфекции изменились. Замминистра здравоохранения Ирина Кононова сообщила об этом на брифинге по COVID-19. Новой угрозой течения коронавирусной инфекции стало влияние недуга на сердечно-сосудистую систему и внутренние органы. В связи с этим изменились временные рекомендации по лечению коронавируса. Сейчас туда включены препараты, которые разжижают кровь. Башнефть повысила цены на бензин. Стоимость марки «Атом-92» в расчете за литр составляет теперь 42 рубля 40 копеек. За литр «Атом-95» 45 рублей 5 копеек. За АИ-92 42,10. А за дизельное топливо 46 рублей 50 копеек. В прошлый раз стоимость топлива повышалась в январе этого года. Отмечу, что рекордный рост цен зафиксированный на бензин 95-й марки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Стоимость достигла почти 57 тысяч рублей за тонну, обновив исторический максимум. И дрова нарубить, и сено накосить. В Аургазинском районе живет 97-летняя пенсионерка, которая не может усидеть ни минуты без дела. Пожилая женщина вяжет, сочиняет стихи и поет. Пенсионерка пережила и годы Великой Отечественной войны. В 1944 году вышла замуж, родила 9. Сегодня за бабушкой приглядывают не только дети, но и 18 внуков и 19 правнуков. У пенсионерки отличная память, цепкий ум и нескончаемый запас энергии. Разифа Акзамовна смотрит в будущее с надеждой, планирует через 3 года с размахом отпраздновать вековой юбилей. Кафе, где встречают, виляя хвостом и радостно лая. В Уфе открылось первое в республике песо-кафе. Его основная идея – найти четырехлапым, которые потеряли дом, новых хозяев. А тех, кто боится собак, обещает избавить от кинофобии. С мохнатыми сотрудниками песо-кафе подружилась моя коллега. Тесса, ты зовешь, никто не идет. Самая разговорчивая Тесса, рыжая бестия, руководитель четырехлапой команды, так сказать, коллега своей хозяйки, директора Жанны. Но все лидерские качества пропадают при виде лакомства. Дай лапу. Другую. Покормить собак могут и посетители, но человеческую еду давать запрещено. Гостям раздают специальные лакомства для животных. Вот ладошку и держи. Песо-кафе в Башкортостане открылось впервые. Жанна Исаева, как и многие, в детстве хотела собаку. Только недавно смогла осуществить заветную мечту. Взяла питомца из приюта, но не смогла остановиться на одном животном. Карлсон, малыш, хочу собаку, вот все из детства. Но у меня была очень сильная аллергия в детстве, я не могла вообще находиться рядом с животными. И в подростковый период она прошла, но, естественно, не разрешали никого заводить, достаточно были стесненные условия для проживания, там, людей, куда еще и собаку. Ну вот выросла, и что из этого получилось? Жанна самостоятельно изучала зоопсихологию. По мнению владелицы песо-кафе, знать азы должны все. Как правильно вести себя с уличными собаками, для посетителей будут проводить мастер-классы с кинологами. А еще расскажут, как побороть кинофобию, боязнь собак. Приводила мама мальчика, ему 4,5 года, он побаивается собак. Как познакомиться с собакой на улице? Все равно ты не знаешь ее реакции, ты не знаешь собаку. Что будешь ходить искать собаку с хозяином? Тоже как бы все заняты, чтобы там страхи твои как-то с ними работать. И вот она привела его сюда, он первые минут 10 боялся, а потом просто обнимался с ними, и все было замечательно. На время пандемии в песо-кафе особые правила – дистанция или ношение масок. В помещение не пускают более 10 человек одновременно. Сами сотрудники проверяют температуру. Следят и за здоровьем животных. Собаки привиты и стерилизованы. Мы следим за ними, они всегда чистенькие. После прогулок мы моем лапы. Естественно, каждый день проводится здесь уборка, влажная, озонирование воздуха. То есть за чистоту собак и помещения можно не переживать. В песо-кафе живет еще одна собака. Стеснительная веснушка обычно прячется от незнакомцев за стойкой администратора. Но когда надевают поводок, эта четырехлапая леди перевоплощается, словно актриса. Она жила в частном доме, и это по ней видно, потому что в помещении ей не очень уютно, а вот как выходишь на улицу, она прям такая очень игривая, веселая собака становится. Она приучена к выгулу и в туалет ходит только на улице. И вот все наши собаки, хоть вот Дейла тоже бездомная, она тоже ходит только на улицу. Это удивительно, потому что всю жизнь они прожили, ну вот, на свежем воздухе, а не в помещении. Все четырехлапые жильцы песо-кафе были бездомными. Главная цель – найти им новых хозяев. Подобное заведение уже около года существует в Новосибирске. Там пристраивают примерно по одной собаке в месяц. Это тот формат, где мохнатых сотрудников можно и даже нужно забирать домой.
Айгуль Хатыпова, Лилия Курбанова и Булат Садреев. Итоги недели. С победой возобновили чемпионат российской премьер-лиги футболисты Уфы. Сегодня башкирский клуб обыграл на своем поле Тамбов со счетом 2-1. Команда Вадима Евсеева готовилась к рестарту футбольного первенства больше месяца. Понятно, что в нынешних условиях это непросто. На неделе на карантин ушла команда Ростов. Клубу пришлось выставить молодежный состав и проиграть в Сочи 1-10. Провокации случились и с Уфой, но, к счастью, ничто не помешало победе. Мой коллега Александр Усманов готов поделиться эмоциями. Футбол возвращается и возвращает нас к жизни. Сегодня в этом мы убедились сами, когда пришли на стадион. Несмотря на некоторые ограничения вроде масок и перчаток, атмосфера все равно оставалась праздничной. Единственное, в преддверии матча Уфа-Тамбов случились некоторые провокации, когда в СМИ появилась информация о том, что у игрока башкирского клуба обнаружили коронавирус. Как-то странно, то есть каждый день практически наши игроки тестировались, все результаты были открыты, известны, и тут вдруг появляется какой-то неназванный источник, который там вот сказал, что точно знает, но в таких ситуациях, знаете, всегда плечами пожимаешь и говоришь, что ну вот на неназванные источники вы ссылаетесь, а вот, вот названные источники говорят вот это, ну и кто тут может быть прав, а кто нет. Ну, соответственно, просто кто-то пытался как бы какую-то бурю в стакане воды зачем-то раздуть, все равно болезнь-то уходит, мы же научились с ней справляться. И нагнетать опять какую-то истерику, что вот все сейчас умрем, все заболеем. Зачем? При входе на стадионе раздавали фирменные маски футбольного клуба Уфа, перчатки, а зрители на трибунах рассаживались, соблюдая социальную дистанцию. Очень долго этого ждал. Почти 2 месяца без футбола — это ужасно. Я всегда на все матчи ходил, поэтому я только рад этому. Футбол только на стадионе. Никакой дистанции социальной. Я прилетела из Питера специально на этот матч, когда узнала, что он здесь будет проходить, потому что это мой родной город, и я очень рада вообще за все, что происходит в футбольном мире здесь, за вот этот стадион, за то, как все оформлено, за то, что разрешили здесь все открыть, за то, что выдают такие маски, я привезу ее обратно и буду здесь с ней ходить. Впервые в истории футбольного клуба Уфа на трибунах «Нефтяника» появились виртуальные болельщики, которые отправили свои фотографии. Среди них главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Юрий Шевчук, а Ради Хабиров приехал поддержать команду лично. На 20-й минуте счет открыл Даниил Фомин, в аккурат перед тем, когда на стадионе должны были начаться аплодисменты врачам. Российский футбольный союз и Российская премьер-лига посвятили 23-й тур медицинским работникам. Сегодня в России медицинские работники и волонтеры, которые помогали бороться с коронавирусом, находятся на стадионе. Давайте все вместе поприветствуем их аплодисментами! Во втором тайме гости счет сравняли усилиями Михаила Костюкова, но на 92-й минуте с углового Николай Георгибиани забил победный гол. Все звонят, все поздравляют. Не знаю, надо пока ответить на все, домой позвонить и поздравить и маму с праздником, она у меня работает в больнице, и отца с праздником, День отца же сегодня. Сейчас буду звонить, спокойно поздравлять, и я думаю, все будет хорошо. Кстати, Николай Георгибиани, герой сегодняшнего матча, стал ключевой фигурой нашего первого выпуска новой футбольной программы «По футболям». Премьеру смотрите завтра в 17:30 на БСТ. Ну и всех с победой! На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго!